плакаты эти висели везде. И Сергей Довлатов в одном из своих рассказов он даже посмеялся. Все-то думают, что газета это только коллективный пропагандист и только коллективный агитатор. Но нет, мудрый Ленин сказал, она еще и коллективный организатор. На самом деле эта фраза вырвана из контекста, речь шла о газете «Искра», но по крайней мере ясно было, что если не коллективный организатор, то агитация и пропаганда на первом месте. Вот. Дальше вот в обратном немножко порядке, в том числе и критики и контроля, но никакого надзирателя, чтобы пресса была надзирательной над властью, в советское время не допускалось даже близко, все было наоборот. Очень жесткий контроль был над средствами массовой информации, предельно жесткий. Я даже приведу пример, когда Республика Коми, вот небольшом, то есть шаг лево, шаг право, это уже, так сказать, расстрел, да. И вот, ну, расстрел не обязательно в прямом смысле этого слова. И вот Республика Коми в 1939 году прославилась на всю страну. Причем прославилась не на день, не на два, не на неделю, на год, а на десятилетие. Произошла вот такая история. В то время главным редактором газеты «За Новый Север» был Яков Задов. Обычно, значит, тоже скажу, все газеты вообще были чьим-то органом. Ни одной газеты не могла быть как бы сама по себе. Главные газеты, они вот «За Новый Север» была органом, уже когда был Коми СССР, она была органом обкома КПСС, Совета министров Коми СССР и Верховного Совета Коми СССР. Но обкома на первом месте. Как правило, главный редактор был членом бюро обкома, то есть он входил в элиту власти. Вот. И, конечно, газета должна была публиковать все документы, все принятые. И вот в 1939 году состоялся пленум обкома, все документы были опубликованы, но Яков Задов не согласился с каким-то положением одного из постановлений. Причем не какой-то антисоветчины, просто чисто такое. И написал редакторский комментарий. И это был скандал, вызвал просто безумный до того, что было отдельно принято постановление ЦК КПСС. Вот, к счастью, к тому времени уже действительно, вот как сказал Михаил Борисович, был уже Березский откат, то есть большой террор уже закончился, новые враги народа не очень-то требовались. Ему не стали шить ни троцкизма, ни там вредительства, ни японского шпиона. Ему шили то, что он на самом деле совершил. Но просто трактовали так. Он противопоставил себя партии и пропесочили его на всю страну. И вот этот случай вошел во все учебники по истории журналистики. И я вам скажу, что я в 1975 году учился на журфаке в Ленинградском университете. Мы это проходили. Спустя 10 лет моя будущая жена училась на том же самом факультете, и она это проходила. То есть до 1985 года и дальше этот случай проходили, причем не то, что партия ошиблась, нет, это именно он ошибся. То есть вот такого не допускайте. Это чтобы было понятно, в каких условиях работали журналисты. Теперь расскажу немножко о том. При этом удивительно то, что в прессе работало очень немало талантливых людей. Многие из них стали писателями, многие были поэтами. Например, Серафим Попов, ну, автор известной песни «Катша Синес», да, так сказать, первый народный поэт Коми СССР, он до самой пенсии работал журналистом. Ну, причина, наверное, проста, потому что на стихи не проживешь. Многие как писатели, там, типа Виктор Кушманов работал в «Молодежи Севера», «Красном Знамени», потом, так сказать, до того, как стал завлитом в театральной среде, потому что тоже на стихи не очень, так сказать, на гонорар стихов проживешь, поэтому необходимо было работать. Петр Столповский начинал как журналист. И, кстати, вот вернусь немножко к критике и контроля. На самом деле критика поощрялась, и даже говорилось, необходима критика, необходима самокритика, но очень узкая была такая вот сфера, где можно было критиковать. Упаси Бог было задеть кого-нибудь из руководства республики, упаси Бог, даже намеком. Вот. Нельзя было трогать промышленных генералов, там еще кого-нибудь. Ну, можно было ателье, мод, ради бога. Леспромхоза можно было, если план не выполняли, там еще что-нибудь. Ну, вот. Но даже когда невинная критика, иногда люди попадались. Вот, например, Валерий Туркин, он несколько лет назад ушел из жизни. Это был такой аксакал советской журналистики, который дожил почти до наших дней.
Ну вот, и работал до конца, до самой смерти он работал журналистом. Вот он вспоминал такой случай, когда он еще работал в газете «Молодежь Севера». Он написал совершенно невинную критическую заметку о том, что в пединституте очень плохо организовали выпускной бал. Ну, казалось бы, ну тут-то чего, да? И вдруг его вызывает в обком КПСС, бюро агитации и пропаганды, и начинает его ругать за эту заметку. Он вообще не понял юмора. За что? Оказалось, что одна дама, которая была членом обкома партии, присутствовала на этой вечере. Она была почетной гостьей. И это его замечательно приняли. К ней это хорошо относились. Ей так понравился вот этот вот выпускной бал, что она сказала, что нет, то там все было замечательно. А студентам не понравилось, кто их спрашивает вообще, понимаете? Ну вот, ну правда, конечно, ничего с Туркиным не было, он потом перешел в газету «Красное знамя» и работал в ней до конца своей жизни. Вот. Что значит, ну вернусь опять же к тем людям, которые работали. Из самых известных людей, которые работали, одно имя я называл почти во всех своих экскурсиях, но я все-таки повторюсь. Наверное, одним из самых известных это писатель, московский писатель Александр Якимчук, автор таких известных повестей «Молодость, зелень, время летних отпусков», романов там «366», «Товарищ Ганс», «Нежный возраст», «Мальчики» и так далее. Вот, он, кстати, ушел из жизни примерно год назад, летом прошлого года, 90 лет ему исполнилось в конце. Он сюда, ну я напомню для тех, кто не был, в 1947 году он приехал, он учился в литературном институте, после первого курса их отправили на практику. Он решил поехать, он решил, что Сыктывкар это крайний север, его увлекла северная романтика, он сам южанин, он родился в Одессе. И приехал в Сыктывкар, никакой северной романтики не увидел, но его взяли в газету «За Новый Север». И ему так понравилось, он, особенно когда он получил первую зарплату и гонорар, он сразу пошел на рынок, вот он находился в том месте рынок, значит, купил себе костюм на рынке новый, приоделся и подумал, почувствовал себя человеком, да, так сказать. И оказывается, можно жить не на деньги мамы, а на свои. И он решил остаться здесь, перевелся на заочное отделение, работал здесь несколько лет. Здесь он женился, Луиза Павловна Поталицына еще жива, живет в Москве. Вот, женился, у них родился дочь, у них родилась, он жил где-то здесь, в одной из деревянных домов. Но случилась неприятность. Я не помню, он, по-моему, здесь вступил в партию и при этом подал заявление в обком партии узнать о судьбе его отца. Вот лучше бы он это не делал, потому что когда судьбу отца узнали, выяснилось, что он враг народа. Это целая история, я не буду длинно рассказывать. Он был очень известным разведчиком, там все много, потрясающая личность, Евсей Якимчук. Но его сразу за то, что он не донес, он сам попросил узнать. Нет, он должен был донести, что сообщить, а он не сообщил, что он сын врага народа. Его исключили из партии, его выгнали из редакции, он ждал ареста. Вот. Но это время привечалась его мама в ужасе, пришла в обком партии, походила по кабинетам, и как он сам предполагает, каким-то образом доказала, что, вы знаете, на самом деле его родной отец это не родной отец. И тогда исключили из партии ее, а его восстановили в партии и восстановили в редакции, но оставили строгий выговор на всякий случай. Но он так был обижен, что он уехал в Москву, но в Москве со строгим выговором никуда не брали, он вынужден был вернуться. Но вернулся он уже в газету «Красное знамя». Дело в том, что в 1955 году, ну, видимо, у нас любили что-то такое менять и решили объединить. Ну зачем вот есть газета «Вердзис» и на каком языке, и газета «За Новый Север». Их объединили и назвали газету «Красное знамя», которая выходила на двух языках, но с одинаковым текстом. На самом деле я считаю, что это неправильно, потому что вот между комязычной аудиторией и русскоязычной есть отличие. То есть, если взять комязычный человек и русскоязычный, вот они могут и одинаковыми быть, так сказать, общие интересы. Но в целом, например, ну вот в Воркута, Инта, там в основном живет люди русские, да, а коми население в основном живет в селах. То есть понятно, что разные интересы, разные новости должны быть, разные там проблемы подниматься. Вот. Эту ошибку осознали через год, по-моему, снова возродили Вердзис, которая потом стала выходить с названием Югутуй, Светлый путь. В 90-м году газету переименовали, из Югутуй она стала называться Комиму, потому что Светлый путь имелся в виду коммунизму, а в 90-е годы у нас взяли
темный путь капитализма. Темный путь называть не стали, просто коми-земля. Вот. Еще, значит, что касается Якимчука, то именно я закончил про него тем, что именно его журналистские поездки по республике, впечатления, которые он получил, они послужили основой большинства его произведений. В том числе здесь были опубликованы печорские рассказы, он очень много ездил, он работал, кстати, с обкором в Ухте, потом уже впоследствии очень много ездил по республике, и вот «Север» это была главная его тема. 366 роман, который еще раз всем рекомендую, это автобиографический, он происходит как раз город на реке, но это Сыктывкар, и там и дом печати описывается очень подробно. Кстати, дом печати... Один северный город. А? Один северный город. Нет, не один северный город. Называется город на реке. Город на реке. Один северный город. Нет, город на реке. Именно он серьезно. Город на реке. Вот. Еще один тоже человек, очень интересная судьба, человек, который начинал здесь, это Александр Мурзин. Он работал здесь, значит, за Новый Север и потом, когда переименовали Краснознаю, тоже продолжал работать. Он, кстати, дослужился до руководителя сельскохозяйственного отдела. Была у него тоже такая забавная история, это уже в хрущевские времена. Его отправили по совхозам написать, как у нас здорово внедряется кукуруза. Он поездил по совхозам и написал очерк о том, как отвратительно, что кукуруза вообще не должна у нас внедряться. Вот. Главный редактор это выкинул, так сказать, номер, неприятностей никаких не было, просто его не опубликовали. Если опубликовали, то неприятности бы были. Но в это время, 58 год, вот не сказал, к сожалению, я надеялся, что Михаил Борисович расскажет. Дело в том, что существовала еще газета «Коми Комсомол» в 30-е годы. Вот. Она выходила тоже на двух языках, на коми и на русском. Она выходила до 22 июня 1941 года. Потом вся редакция, это все молодые люди, она вся ушла на фронт, и молодежной газеты у республики не было. Вот. Это было неправильно. У нас есть комсомол, то должна быть комсомольская газета. И вот тогда, в 1958 году, решили возобновить издание «Коми Комсомола», но уже с другим названием. Поскольку предполагалось, что она будет выходить на русском языке, то «Коми Комсомол» как бы не очень подходило, поэтому назвали ее «Молодежь Севера». И вот этот Мурзин стал первым главным редактором этой газеты. Затем его взяли в «Комсомольскую правду». Он был с обкором. Потом он уже дослужился в газете «Правда» до заведующего отделом, то есть он сделал очень хорошую карьеру. Но главное, чем он прославился, этот Мурзин, это тем, что он написал книгу Леонида Ильича Брежнева «Целина». Дело в том, что наше поколение прекрасно знает 3 книги, гениальное произведение нашего выдающегося вождя, «Малая земля. Возрождение Целина», которую мы проходили в вузах, в школах, там конспектировали, изучали. За это 3 произведения Леонид Ильич получил Ленинскую премию в области литературы, причем в этот год дали только ему. Понятное дело, но нельзя же такого человека ставить рядом с Чингизом Айтматовым, Юрием Бондарем, Василием Быковым, там еще прочее. Вечно воспевали хвалу. И только после его смерти в годы перестройки авторы книг сказали: нет, это ребята мы написали. Там Сахнин, значит, «Малая земля», а вот Мурзин. Еще одно имя тоже из журналистов, которые начинали здесь, это все, конечно, хорошие журналисты перечислить не смогу, поэтому сразу прошу прощения, что, наверное, многие останутся, талантливые люди останутся, так сказать, но назову имя Ефима Бершина, может быть, кто-то его помнит. Он, настоящая фамилия Бернштейн, он из Тирасполя, он сюда попал после окончания Московского университета, журфака, и он сразу пошел работать в Красное Знамя, в отдел культуры. Хотя вообще-то, потом немножко расскажу, в отдел культуры, которым руководила Людмила Федоровна Зель, они очень хорошо сотрудничали. Отдел культуры все-таки, когда пишешь о выставках, о спектаклях и так далее, можно не очень-то кривить душой. Хотя я должен сказать, что все равно здесь было. Упаси Бог было, например, написать про Ивана Ивановича Аурамова, скажем, какую-то критическую рецензию. Правда, один раз она появилась, был такой момент, когда действительно не очень удачный спектакль был раскритикован. Но все поразились смелости журналиста, это не Бершин был, не буду называть фамилию, просто чтобы, так сказать, не поставлять. Ага.
Связано это было с тем, что обком партии решил снять Ивана Ивановича с работы, поэтому на самом деле эта критическая рецензия была заказная. Вот. Но все-таки вот он не кривил душой. Его стихи здесь публиковались, он прекрасный поэт. Публиковались, кстати, они выходили и в газете, вот, литературных переложениях, и даже сборник был издан русскоязычных поэтов, он там, вот. А потом его стали публиковать много в Москве, и он перебрался в Москву. В Москве он стал, наверное, первым, может быть, я если ошибаюсь, но мне кажется, первым, кто сумел в годы перестройки пробить вот эту пробить первую брешь вот в этой идеологической стене. Первую брешь настоящей нормальной журналистики. Вы будете смеяться, это прошло в газете, которая называлась «Советский цирк». Вот такой цирк происходил у нас. Газета была Союзгосцирка, она напрямую так сказать, не подчинялась партийным органам, видимо, как-то руководство. И они писали очень острый материал о том, что происходило в стране. Вот. А происходили, помните, в стране какие события, очень бурные. Первая была публицистика, так сказать, это была первая демократическая газета. Правда, потом уже появились вернее, они существовали, но уже стали такими же аргументы и факты, московские новости. Про газету «Молодежь Севера» забыл сказать. Газету «Молодежь Севера» разместили вот здесь, в отделе. Это здание было дом печати, но оно было не только здесь. Здесь размещался Совет министров КомССР. То есть журналисты были, так сказать, не единственными хозяевами этого здания. И когда появилась газета «Молодежь Севера», ей места не нашли поначалу. И поэтому дали актовый зал на верхнем этаже. И поначалу журналисты сидели просто вот все вместе. Затем уже перегородили и сделали отдельный кабинет. Но я вам скажу, что там такая перегородка была, что было слышно, что вот, друг друга. Вот. Ну, сейчас о дальнейшей судьбе «Молодежи Севера расскажу чуть позже.